Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире». Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что мы рассказываем об истории башкирских родов в основном по книгам, которые уже как раз выпущены автономной некоммерческой организацией «Шажире», которая так и называется «История башкирских родов». Мы иногда отвлекаемся от текста книги для того, чтобы дать где-то исторический контекст какой-то, и мы договорились, что мы, в общем, двигаемся с запада на восток, по географическому принципу рассказываем об этих родах. О чем мы говорим сегодня? Сегодня хотелось бы рассказать о таком небольшом, но в то же время очень таком замечательном роде, как Ирякте. Этот род живет на самом, так скажем, северо-западе Республики Башкортостан, на границе с Пермским краем. Род Ирякте – это Татышлинский район. В общем-то, в основном местом расселения этого рода является Татышлинский район, где вот они компактно расселены. Также некоторые деревни этого рода есть в Бураевском районе и Балтачевском районе. Кроме того, другой анклав, потомки этого рода Ирякте, проживают на территории Татарстана, в Муслюмовском районе Татарстана. Как раз есть деревни, Варяжбаш, Митряево, Верхний, Нижний Табын, и так далее. В общем, это тоже потомки башкир-иряктинцев. Как всегда, давайте поговорим о том, откуда они ведут свою историю. Наверное, нужно сначала объяснить, что это за название Ирякте и так далее. Потому что, в общем-то, в самом названии заключается, так скажем, ключ к их истории. Ирякте, происходит от тюркского, такого древнетюркского слова «ирак». «Ирак» – это крепость. Ирякте, значит, Иракле, то есть те люди, которые служили в крепости, одним словом. То есть такие, так скажем, крепостная охрана, что ли, там, и так далее, переводится. На самом деле... Стражники крепости. Стражники, такие. Лучше сказать стражники. Стражники. Откуда это, название взялось? Для этого нужно, в общем-то, углубиться вглубь веков, уйти в Средневековье. До 15 века ирактинцы, они, в общем-то, происходят от башкирского рода Табын, большой такой род Табын, подразделение Кара-Табын, Черный Табын. Они живут до сих пор, представители этого рода, в Заурале, в Челябинской области. Кстати, Челябинск сам основан на Каратабынской земле, старшина Каратабынской волости. В XVIII веке Таймас Шаимов, в общем-то, отдал добровольно под город, под строительство Челябинской и Чебаркульской крепости эти свои каратабынские земли, где, собственно, и потом это возникло, эти города и, соответственно, Исетская провинция. Так вот, родина всех каратабынцев, это была как раз территория долины реки Миас, как раз где стоит Челябинск. Там они жили. Но в 15 веке эти земли входили в состав Сибирского ханства, и к власти пришел как раз амбициозный Ибрагим хан, или коротко его называли Ибак-хан, и который, в общем-то, начал такую централизаторскую политику. Это многим, скажем, вождям, племенным вождям, в том числе башкирским вождям, которые составляли, в общем-то, костяк этого сибирского ханства, не понравилось это, и там такая фронта возникла. И часть башкирских, табынских вождей, беев, так называемых, встала на сторону его политического противника Мухаммеда Шейбани хана. В башкирских исторических хрониках он значится как Шайбак хан. Как раз эта история о борьбе Ибак и Шайбак хана. И, в общем-то, Ибрагим хан начал, в общем-то, в этой борьбе он междоусобно победил, и потом начал преследовать, организовал такие репрессии, гонения в отношении вождей башкирского рода Табын. И За поддержку оппонента. Да, за поддержку оппонента. И в конце где-то, или лучше сказать, во второй половине 15 века эти каратабынцы, группа каратабынцев, спасаясь от этих гонений, перевалила, на западную сторону Уральского хребта и осела на западе современного Башкортостана. Это Кармаскалинский, Гафурийский район и так далее. То есть они, в общем, спасались от преследования. От преследования. И так возникла, в общем-то, группа западных табынцев, которые сейчас живут как раз, скажем, в центральном Башкортостане. А другая часть ушла, наоборот, двинулась на север, дошла по реке Чусовой, как они говорят. Это, представляете, где это? Территория Свердловской области. Чусовая, она... Ого, это Северный Урал. Да. Это Средний Урал. Средний Урал. А Чусовая, она пересекает Уральский хребет. Вы знаете, она с востока, разрезая Уральский хребет, течет и потом в Каму впадает. И они, двигаясь по Чусовой, пришли в Прикамье, встретили там башкир-ганинцев, самых северных, которые живут. Там какое-то время у них побыли, потом двинулись еще дальше в южном направлении. И тут как раз совпало так, что в начале 16 века, в 20-х годах, в Казанском ханстве
пришла к власти воинственной крымской династии Гиреев. Да, там вот такой был период, когда правили два хана крымской династии. Сначала Сахиб Гирей, потом Сафа Гирей. Вот, которые, в общем-то, проводили такую яркую, агрессивную такую политику, враждебную по отношению к московскому государству. В отличие от предыдущих ханов, которые, в общем-то, там всегда в Казанском ханстве, там, что бы ни говорили современные там историки Татарстана, всегда была одна партия, была всегда промосковская, которая, в общем-то, даже выступала, ратовала за то, чтобы стать, так сказать, вассальным владением Москвы, вот, как, по подобию Касимовского ханства, которое находилось еще западнее. Вот. И вот тут пришла Крымская династия, видимо, вот как раз вот такая казанская партия, которая выступала линией войны, то есть партия войны, пригласила. Ей нужны были войны. А что такое Казанское ханство? Казанское ханство, там своих воинов у них никогда не было. В общем-то, в основном земледельческое население, а тогда самый главный воин – это кто? Это конные воины. Поэтому не случайно все вооруженные силы Казанского ханства, они ведь из кого состояли? Во-первых, из нагайцев. Ну, то есть это были наемники, да. Наемная армия, ну как, да. Ну я бы не сказал, что наемник. Просто ведь это не в современном понимании наемник. Просто вот это феодальное отношение. Вот приходит там какой-то феодал, значит, вот поступает на службу, все, значит, дает клятву, присягает, и как вассал вот, Казанского ханства хана и приводит своих воинов, которые начинают просто служить. Это не наемничество. За это они получают лены, то есть поместье, говоря современным языком, тогда это называлось суюргалы, получали суюргалы в Казанском ханстве, вместе с крестьянами, которых эксплуатировали. Вот, а те крестьяне, которых они эксплуатируют, как раз вот местное население, предки, значит, казанских татар. Вот. То есть для них, в принципе, они были угнетателями. Вот. И кроме нагаев, там из Крыма были ополчения, всегда призывались, и, естественно, из Башкирии. И тут приходит такой воинственный род, который, значит, только что вот воевал с сибирским ханом, род башкиров-каратабынцев. И, естественно, Сахиб Гирей их принимает на службу, зовет и принимает, дает им поместье по реке Ик, вот как раз на территории современного Муслюмовского района, где вот эти иректинские деревни, они получают земли. И поскольку их основная служба заключалась в несении сторожевой службы в этих городках, в этих засеках, там в станицах каких-то, значит, и вот они получают название ирякте, то есть стражники. Вот. Понятно. Да, а на самом деле они, значит, это те же самые башкиры-каратабынцы. И, кстати, они, поскольку вот как-то находились в соприкосновении, что ли, да, вот с Казанским ханством, вот у них все-таки Казанское ханство – это оседлое государство, где, в общем-то, было много книжников, в общем-то, была развита письменная культура, и вот на них, видимо, это повлияло. Это вот как раз один из родов, представители которого оставили, в общем-то, богатое письменное наследие. Вот. Еще тогда, с 15 века? Ну, не с 15-го. Мы не знаем, когда они начали составлять свои вот эти генеалогии, так называемые, свои истории. Вот дошло очень много. Вот представитель их, самый знаменитый представитель рода Ирякте, это башкирский поэт, писатель, он в то же время он был суфийским, значит, шейхом, вот он практиковался и в Мекку ездил и так далее, значит, у самых знаменитых шейхов своего времени, Мухаммада Масхара и так далее. Вот Али Чукури, или как у нас по башкирской Википедии написано, Гали Сокорой, или, значит, в книгах, ну, мне легче говорить Гали Чукури. В общем-то, это самый такой светоч этого рода. Вот он оставил много сочинений, вот исторических хроник, вот как раз о движении своих предков из-за Урала туда. И вот и он так и пишет, наш род Каратабын. А он сам когда жил? Он жил в середине 19 века. 19 века. Вот. Кстати, его отцом был Шариф Кииков, вернее, предком, дедом, по-моему, Шариф Кииков, один из старшин, верных старшин правительства Екатерине и так далее. Значит, во времена Пугачевщины он такой занимал правительственную такую, значит... Антиюлаевскую позицию. Да, естественно. Так там вместе там же была группа северных как раз, причем они все были табынцы. Вот почему табынцы, они всегда державники, какому бы государству не служили, они всегда, так сказать, за устой государства. В Золотой Орде они были тоже как бы вот такие державниками, в России то же самое. Вот Колый Балтачев был каратабынский, Драс Мулакаев каратабынец, значит, Шариф Кииков, все это бии каратабынских властей. Вот, даже это как раз и Иректы, да, как продолжатели. Продолжатели, да, то есть осколок, так скажем, западный осколок. И вот даже Екатерина этому Шарифу Киикову подарила саблю. Потом уже по прошествии многих лет Гарифулла Кииков, уже у Шарифа Гали Чукури был сын Гарифулла Кииков, тоже известный поэт и религиозный деятель. Он даже посвятил, значит, сабле моего деда Шарифа.
И сколько ты, говорит, голов срубила эта сабля, сколько голов мятежных башкир срубила эта сабля. Ну вот если мы вернемся как раз к образу жизни, мы уже сказали, что так как они относились долгое время к Казанскому ханству, многие, скажем так, традиции экономические, в первую очередь, были взяты, да? Я бы не сказал, что взяты. Оседлое население? Нет. Они служилые, они были служилые, значит, никогда там толком земли не пахали, то есть земледелием не занимались. Это чисто такая военная элита, значит, военная корпорация. Вот, кстати, вот эти иеряктинцы, они не только служили в Казанском ханстве, значит, недавно вот обнаружились документы, что они служили и в Касимовском ханстве, то есть это в Мещере, представляете, то есть город Касимов, это Рязанская область. Да. А Касимовское ханство, это же фактически вассал московского государства, то есть до еще взятия Казани они служили, значит, часть иеряктинцев служила и московскому государству. То есть вот это такая служила корпорация, которая, в общем-то, экстерриториально она могла где угодно служить. После того, как Казанское ханство прекратило свое существование, да, и Казань была захвачена Иваном Грозным, что происходило с родом Иректы? Они вошли в состав уже, да, вот царства Ивана Грозного или вместе с Казанью, или они потом уже, да, вот вместе с башкирскими родами остальными входили на этих особых условиях по очереди каждый род. В общем, там история, я как вот это себе вижу, эту картину, поскольку они были служилыми людьми, тарханами, они все получили тарханские ярлыки от казанского хана на вот эти земли, которые они заняли по реке Ик. А тарханы, это знаете, да, то есть это, в общем-то, служилые знать во всех и тюркских государствах, начиная от тюркского каганата. Ну, как дворяне, мы бы сказали. Ну, можно да, сказать, наверное, так. Да, ну, что-то близкое к тому. Да, ну, такое мелкое рыцарство, так, вот, если там брать аналогии с западными, значит, европейскими образцами. Они, поскольку служили Казанскому ханству, я думаю, я предполагаю, все-таки они приняли участие в защите Казани. Вот это надо. То есть, они все-таки не могли же взять, вот, изменить и начать побежать. То есть, они служили. Вот. Когда уже, значит, Казань была взята, потом была 4-летняя так называемая Казанская война, когда происходили, значит, боестолкновения между московскими войсками и остатками, значит, вот, и сопротивляющихся вот этих служилых людей Казанского ханства, опять же замечу, не местное татарское население, оседлое, которое, в принципе, в общем-то, легко приняло новую власть и даже само ходатайствовало, значит, о присоединении ханства к московскому государству. А именно вот это ордынское вот это, знаете, там нагайцы, крымцы, значит, башкиры и, в общем-то... те элиты, которые, в общем, контролировали. Да, которые контролировали и служили хану. Они же лично присягу давали, они не могли это изменить ничего. Ну вот и потом, когда уже их дело уже было проиграно, в общем-то, они в основном были все перебиты, там вот, как вот Курбский пишет, до 10 тысяч бусурманского воинства, значит, побили, там, гоняя там аж до Камы. Вот, и остатки вот этих, как он и пишет, ушли там в башкирский язык, то есть, ну, на башкирскую землю. Вот, остатки этого воинства. Вот я думаю, иеряктинцы, вот основная часть, в общем-то, вот как раз вот в результате этой Казанской войны откатилась вот уже внутрь территории Башкирии и ушла вот на территорию современного Татышлинского района. Вот. И, в общем-то, там на севере осела, и вот до сих пор они там проживают. Вот. И как потом они уже, значит, уже обосновавшись на вот этой современной своей территории, уже в конце где-то, наверное, 16 века, как и другие башкирские роды, в общем-то, уже присягнули уже как волостная структура на верность уже царю, там, я не знаю, какому, но я не думаю, что это был Иван Грозный, я думаю, это был, значит, либо, значит, это был Михаил Алексеевич, возможно, а может, раньше, может быть при Годунове, да? Может быть, Годунове, это тоже там полно у нас есть сведений, что либо при Годунове, значит, многие присягали, кстати, и в смутное время бывало так, что были какие-то, видимо, контакты и с Лжедмитрием, и даже, значит, может быть, с польским правительством, да, там, так и не назначенным, там, с царевичем, королевичем Владиславом. В общем, но это все уже... Как интересно, просто, ну, да, в принципе, российская историография, она сосредоточена в это время на Москве, и мало говорит о том, как жили разные провинции в то время, а ведь действительно при смене этих правительств, да, были новые контакты с регионами, и как они выстраивались заново, это тоже отдельная большая интересная тема. Я мало того, сейчас, извините, я вставлю пока, чтобы не забыл, мало того, значит, подданство башкир было таково, что при каждой смене приходится, скажем, нового царя, нужно было обновлять присягу.
И вот при вошествии нового государя, царя на престол всегда, значит, направлялись в Москву башкирские посольства, где, значит, они обновляли свою присягу. Потому что подданство башкир, оно не было безусловным. То есть это было, в общем-то, если уж говорить очень грубо, такой, значит, такой вассалитет, так скажем. Вот. При каждой смене правительства всегда происходило обновление присяги. Вот, и вот этих договоров. Продолжая историю рода Ирикте, скажите, вот мы уже сказали, что в XIX веке, да, был очень яркий представитель этого рода, который, я так понимаю, в первую очередь, как бы мы сегодня сказали, в теологии, да? Нет, он и писатель у нас, он и поэт был хороший, и суфийский он был, значит, шейх. Кстати, его религиозное вот это наследие пока до сих пор, ну, толком не изучено, конечно, но это, думаю, дело будущего. Все равно, в общем-то, мы до этого дойдем. Вот, и, соответственно, народный поэт Башкортостана Ангам Атнабаев, допустим, тоже ириактинец. Это уже, так сказать, уже советское время. Сам же сын этого Олег Чукури, вот Гарифул Акииков, вот, тоже был очень выдающийся человек, тоже оставил большое письменное наследие. К сожалению, в 18 году вот там проходящий отряд Красной Армии уже во времена гражданской войны, в общем, кто-то, в общем-то, зашли и убили его, в общем-то, какие-то красноармейцы. Ну вот мы, когда говорили о роде Ирикте, и, в принципе, из названия, опять же, это понятно, что их задача была, в первую очередь, это военное дело, да, это охрана территории, это там какие-то передовые посты и так далее. А вот после того, как Казанское ханство стало частью России, и, в общем, в их услугах, я так понимаю, уже не нуждались, по крайней мере, ну, традиционно, на кого они служили, да, те ханы, которым они служили, ни сибирским, ни казанским ханам уже не нужны. Как потом изменилась экономика Ирикте? Что они делали? Чем они занимались? Вот если мы возьмем уже 17-18 век. Ну, как они пишут сами, вот в стихотворном Шажире, который написал как раз Али Чукури, он пишет, значит, мы лесные башкиры, наше дело валить лес. В общем-то, вот, они в основном занимались лесными промыслами. Да, но в Татышлинском районе, если кто был, ну, там земледелие, в общем-то, так скажем, не очень благоприятные условия для земледелия. Они занимались лесными промыслами, валили лес, жгли уголь, там, ну, и там масса всего, значит, сопутствующего. Занимались бортничеством, вот, рыболовством, ну, и так далее, в общем-то. Земледелием занимались постольку. То есть, не сказать, что вот они такие, вот уж такие земледельцы. Когда есть ресурсы такие, да, в общем, да, в принципе, вот. И там в то время Татышлинский район, это был сплошной лес. Вот сейчас, конечно, там уже не так все, но тем не менее. Вот. Хотелось бы сказать, что вот еще представитель этого рода, тоже выдающийся, ну, вернее, не выдающийся, неправильно тут выражение, знаменитый, так скажем, это Салават Фатхетдинов. Это самый популярный, значит, народный артист Татарстана. Самый, так сказать, это, ну, вы знаете его, нет? Ну, я видел, это, слышал, так да, скажем, это не фанат. Ну, ясно, ну, понятное дело, это как вот в России, там, я не знаю, ну, как Лещенко, да, или Кобзон, в общем-то, в Татарстане это вот такая личность. Вот. А сам он как раз вот с Татышлинского района, из Ириактинской деревни Аксаитова, родом. Кстати, там у нас очень вся эстрада Татарстана, она наполовину как раз вот рекрутируется выходцами из Республики Башкортостан. Последний вопрос задам. Мы иногда говорили о том, что намешалось, да, в том или ином роде. Какие народы приложили, скажем так, свою руку. Когда мы говорим об Ирикте, с кем вот этот род успел смешаться за все это время? Ну, наверное, начнем с того, что, в общем-то, ириактинцы входят в этот огромный такой большой генетический кластер, который как бы является вот таким столбовым, что ли, там, хребтом башкирского народа. Вот, генетический кластер гаплогруппа R1B, R1A, вернее, R1A. Вот, они же происходят от табынцев, вот, судя по их, так скажем, их родословным, по их историческим хроникам. И вот современные генетики решили проверить, а правда ли они там пишут вот в своих... Да. Ну и протестировали, ДНК-анализ взяли, значит, у современных табынцев Заураль, табынцев, скажем, центра Башкирии и ириактинцев. В общем-то, все подтвердилось. Вот, то есть, оказывается, все это правда. У всех оказался один и тот же генетический маркер гаплогруппа R1A. Вот. R1A, она как раз, вот, ириактинцы,
табынцы и так далее, в общем-то, являются вот потомками древнего вот этого, так скажем, сарматского населения, которое здесь было, потому что их тоже они протестированы на основе палеогенетического анализа. И, в общем-то, вот это все одно. То есть это, в общем, так можно сказать, автохтоны Восточной Европы, там, степей Казахстана, то есть, по крайней мере, западной части вот великой этой степи, естественно, там происходили всякие миграции. Ну да, вот, в общем, в результате, по крайней мере, тех событий, которые зафиксированы, да, связанных с Сибирским ханством, они ушли чуть на запад и чуть севернее, чем их Я думаю, что предки. на протяжении вот этой своих там нескольких тысяч лет истории они уходили, приходили, вот, в общем-то, двигались. Но самое интересное, что вот мы знаем, все говорим Аркаим и так далее, вот там Синташтинский могильник, да, который входит как раз вот в комплекс вот этой страны городов, где самый известный город Аркаим. И, кстати, вот. не самый большой и не самый хорошо сохранившийся, Ну, просто самый раскрученный. Просто раскрученный, да, потому что Синташта, она, говорят, покруче и так далее. Там тоже сделали палеогенетический анализ, и вот они оказались, вот эти табынцы и реактинцы, все, значит, одной, так скажем, родственниками оказались, у них тоже оказалась, значит, гаплогруппа R1. Вот это можно прочитать во многих исследованиях, которые сейчас, в общем-то, доступны всем. Ну что ж, я напомню, мы сегодня говорили про род Эректы, и это были Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире». До свидания. До свидания.